Итак, уважаемые дамы и господа, сегодня великий день 1 марта, а это значит первый день весны, да? И у нас грандиозное событие в городе Якутске. Вы вот, те, кто сидит в группе Шульц, наверное, очень много видите вокруг Шульцов, в том числе Mame Favorite. Но в Якутске именно вот таких велосипедов Mame Favorite не было. И сегодня, 1 марта, поступил в пункт выдачи, и сегодня как раз-таки человек забрал первый велосипед Mame Favorite. Вот, первый в городе Якутске велосипед Mame Favorite. Это когда, получается, у вас, вы были ребенком, мать постоянно вам говорила, типа, вот, у ее подруги сын лучше учится, лучше чем-то занимается и так далее. А сейчас вот компания Шульц сделала велосипед с названием Мамкин Фаворит. То есть это сын маминой подруги, можно сказать. То есть вы будете сидеть на этом человеке, вы будете представлять этого человека и ездить по всяким говнам. А почему по говнам? Потому что покрышки широкие. Видите, тут скорее всего 27,5 на 3,0. То есть довольно-таки широкие, то очень актуально для нашего города Якутска. И сейчас мы возьмем мнение у специалиста в этом вопросе. Так, тут рядом проходил человек, давайте представимся. Здравствуйте, я Алексей, бармен Смолтолка. Угу. Тут рядом находимся. Это самый лучший бар в городе Якутске. Да. Угу. Что вы вообще думаете о велосипедном движении в городе Якутске? В последнее время он как-то более-менее так улучшился. Угу. Начало больше людей кататься на велосипеде. На тебя больше людей не таращатся, как на психопата, который ездит на велосипеде. Раньше как-то так было, когда вот совсем старые времена. И велодорожки появились более-менее хорошо на некоторых улицах. А вы сами катаетесь, да? Да. Ага. Что хотите улучшить вообще по части велосипедов? Или велосипедного движения в Якутске? Больше велодорожек. Больше велодорожек, да? Ага. Сейчас вот в программе как раз таки люди в правительстве смотрят, чтобы новые дороги улучшались. И... спасибо. Да, меня зовут Иван, я сотрудник магазина «Экспорт». Насколько могу сказать свое компетентное мнение по вопросу ваш? Какой? Так, вообще, как вам велосипедное движение вообще в городе Якутске? Что вы хотели бы изменить? Вы вообще, так скажем, я небольшой фанат велоспорта, но по моим наблюдениям я бы описал ситуацию с велодвижением как вот эта коробка. То есть есть какой-то потенциал, но он пока еще не до конца раскрыт. То есть как в плане ПДД, в плане вообще подхода нашего населения к велоспорту, так скажем, как сами соревнования. То есть я человек не совсем далекий, но тем не менее до меня абсолютно ничего не доходит. То есть, мало рекламы каких-то событий. То есть для меня их как будто бы вообще нет. Вот как тут лежит велосипед Шульц, как ты говорил, сын мамкиной подруги, да? Да. Вот, то есть вот он где-то там лежит, спит, то есть все знают, что он есть, но его не видно, не слышно, и никто его не разбирает. Поэтому мое мнение, это пока все еще в зародыше. Ты, наверное, вот раньше катался с велосипедистами, у тебя есть какое-то субъективное мнение о том, как было раньше и как было У меня сейчас? есть впечатление, да, именно по массовым катаниям, то есть движение людей в целом, то есть, когда собирается много людей, одного интереса, так скажем, вело, да. И ты понимаешь, что как бы люди ездят, у них разные велосипеды, очень много тем на это. И как-то сложно описать. Вообще, цифровизация общества вообще как-то повлияла, развитие YouTube, допустим. Раньше, когда YouTube только появился, мало кто смотрел его, у нас еще и доступа не было к интернету хорошего.
То есть, YouTube. или компьютерные игры, они как-то повлияли на развлечения в виде велосипедных прогулок? Или, с другой стороны, мы все равно видим то, что, несмотря на то, что интернет развивается, но количество велосипедистов все равно тоже растет. Как ты можешь это объяснить? Ну, я считаю, это никак не связано. Ну, по своему личному опыту скажу, что играть в компьютер, ездить на велосипеде, это вполне себе совместимые вещи. То есть они друг другу не мешают, я бы даже сказал, дополняют. Поэтому если наша комьюнити больше уходит в цифровизацию, да, нежели в какую-то реальную жизнь, то это проблема не Ютуба, так скажем, да, не каких-то ресурсов, что вот мало людей хотят ездить. Просто есть много аналогов в виде транспорта. Те же электросамокаты пытаются душить, как бы, да, ну, своим вот этим вот простотой сел, поехал, да, крутить педали не надо. То есть очень много сейчас их тоже видно. И как бы может быть на фоне вот того, что всяких разных гаджетов появилось много, да, то есть если раньше был велосипед стандартный, то потом всякие гироскутеры, то есть я сейчас не беру в расчет ролики, да, скейтборд, который тоже пытается развиваться. Именно вот по части вело, ну, во-первых, люди привыкли к качеству, да, а сейчас пойти купить хороший велосипед не каждый может. То есть тут еще одна проблема, которая вытекает экономическая, да, что всем очень хочется купить подешевле и получше, но не получается. А когда ты молодой студент, у тебя едва хватает денег на еду, как бы сложно стать веллером, а брать себе какую-то фигню там с рук, которая у тебя через неделю наворачивается, то есть это плохое впечатление. Плохое Да, впечатление. согласен. Не, я Поэтому, просто намекаю на то, что подход нужен другой. Если раньше, допустим, хватало какого-нибудь форума в интернете, либо ватсапов не было, телеграммов не было, люди звонили друг другу, звали, они по радио там также звали других людей, те других, и как елочка, как дерево, люди друг друга звали, и набиралось там 50 человек. А сейчас, ну, это вот я бы сказал, что да, и, возможно, не хватало своего рода рекламы, да, ну, то есть тот же интернет-ресурс, те же ролики, ютубы, всякие группы, которые сейчас могут активно продвигаться. Раньше, может быть, этого не хватало, и вот, опять же, кто знал, там, передавались из уст в уста информация вот о таких вот сообществах. Сейчас, ну, в общем, в нашем большом городе, я думаю, это не должно быть проблемой помочь ребятам в развитии, допустим, есть активисты, по-любому, которые занимаются, хотят делать соревнования, хотят в них участвовать. То есть нет какой-то ну пропаганды да, в этом ну плане. а форматы донесения информации до людей, что было 15 лет назад, 20 и сейчас все же разные. Если раньше люди просто звонили по обычному телефону друг другу и звали на мероприятие, то сейчас есть телеграм-группы, допустим, WhatsApp-группы, либо ВКонтакте Ну, группы. Сейчас, может быть, как-то надо развить этот формат, плюс добавить какие-то аудио и видео, там, аудиоподкасты, допустим, сейчас модные среди людей, там, 2-3-часовые со специалистами, либо видео-интервью, мне либо кажется, анонсы какие-то, нет, позвать там, оно не будет. Нет, какие у если нас... вообще нет, если дать хорошую рекламу, да, такую бюджетную, так скажем, да, и так, чтобы было легко и сердито, это надо выезжать на улицы, Не, ну, надо а реклама сейчас, высвечиваться. вот та реклама, которая раньше была, она сейчас же не работает. Вот эти все билборды на улице, на Почему нет? телевидении. Почему? Ты будешь идти по улице, увидишь раз велосипед, два велосипеда, три велосипеда, ты придешь домой и будешь ложиться с мыслью о том, что ты видел велосипед. Ну, типа, То есть билборды работают, да? тебе будут... Ну, конечно, да, конечно. Просто это же зависит от частоты, и потом, если ты, как скажем, на подсознательном уровне получаешь информацию о велосипедах, тебе нужно что? Тебе нужна какая-то наживка, то есть какой-то стимул, чтобы вот эту информацию воплотить там в жизнь, да, и захотеть интересоваться, там что-то ходить покупать. На самом деле тут тема очень сложная. В два-три ролика она явно не уложится, и сейчас это очень поверхностно обсуждается, так скажем, несерьезно. Ну, тем не менее, я еще раз говорю, что да, это хорошее направление, это спортивное, это круто, велосипед вообще, ну, незаменимый вид транспорта
в любой ситуации. Ну и последний вопрос к тебе. Как ты вообще относишься к велотуризму? Потому что вот этот велосипед, который сейчас представлен в коробке, он больше туристического направления. То есть по езде, по всяким местным говнам, там, пескам и так далее. Велотуризм это хорошо. Велотуризм это прикольно. Я считаю, что стоит каждому человеку хотя бы раз испытать это ощущение, когда ты добираешься куда-то. Раз в сезон или раз в жизни? Ну просто некоторые люди даже не думают об этом. Как, ну, то есть смотрят на это как на что-то такое дикое. Ты взял велосипед, там, обвесил его всякими вещами и куда-то там едешь, пыхтишь, типа, чтобы посидеть, там, попить чай и вернуться обратно. Ну, то есть смотрят очень скептично. Ну, по большому счету, это все равно легче, чем пешком куда-то выбраться, потому что пешком, пока ты до куда-то дойдешь, ты 100 раз устанешь, а тут на велике. Ну, если у тебя есть велосипед. Если он у тебя есть. Как сказать? Ну, сейчас еще, кстати, много велопрокатов пооткрывалось. Можно... Вот, велопрокаты, да. Вот велопрокаты был бы хорошее подспорье, да, как, ну, что-то попробовать, не тратить сразу сумму, а попробовать, понять, надо тебе это или нет. Ну, я пока, не знаю, может быть, не видел, но мне кажется, велопрокаты у нас сильно тоже популярностью не пользуются. Ну, или ребята не пытаются развивать эту сферу. А если пытаются, то по каким-то непонятным стандартам. Не, ну, на самом деле велопрокаты, которые у нас есть в центре, они очень хорошо пользуются популярностью, но проблема в том, что велосипеды разваливаются на ходу. То есть те велопрокаты, которые у нас в центре есть, там велосипеды очень быстро улетают. Иногда люди приходят в велопрокат, говорят, и там велосипедов нету. Но проблема в том, что качество этих велосипедов, даже если там есть фирмовые какие-то, там Старки или Мериды, то они разваливаются на глазах, и нужно с собой брать, наверное, какого-то специалиста, чтобы определить сразу то, что этот велосипед не стоит брать. Ну, берешь велик, через 10 минут он разваливается, а потом плати штраф 2000 рублей, допустим, за то, что сломал ее. Ну, это уже вопрос к внимательности. Если человек идет и халатно относится, да, к своему действию, то есть в плане пошел, взял в прокат, как бы, да, взял на себя ответственность за транспорт и не удостоверился, да, ну, банально на вид, да, ну, в каком он состоянии, то это уже другой вопрос, если честно. Ну, одно дело, когда берешь новый велосипед, а другое бэушный, а другое еще бэушный с велопроката. Тут втройне сложнее. И человек, который просто хочет попробовать велосипед, он навряд ли будет эти фишки сечь. Не знаю. Кажется, что... Мы пришли в такой тупик, из которого выбраться сложно. Ну, давайте выйдем и пожелаем, ну, велосипедистам, может, у вас какое-то пожелание есть для велосообщества? Велосообщество? Ну, ездите аккуратно, будьте внимательны, уважайте других участников дорожного движения, и все будет хорошо. Все будут друг друга любить. Угу. Ну, спасибо. И мне тут вспомнилась песня, как там, если ты смелый, ловкий, умелый, и там она начинается вечером в среду после обеда, джунгли зовут, да? То есть вечером в среду после обеда вы можете посмотреть обзор сборки вот этого замечательного велосипеда.